Изетаға шымдысти бізге бұл көрбек ақында бір икәйе айтма, женг вақытлары олғанда, өзіңіз шаат олдыңыз бұл вахияның, қысқадан айтмасын, не істейсіз? Көрбек ақында, умуми көрбек ақында дегіл. Бұл женг вақыт. Көрбекін тарихынан бағылы, женг вақыттaki тарихынан бағылы, belli bir şahslar ақында. Qaysilari ki, Korbek ve Korbeklilerin talilerini belli bir tesirleri buldu. Men istedim hikayelemege Çorman Seytumir ақында öyle insan var idi. O dogma Dermenkoylu. Anası, babası, kardeşleri anda doğdular, anda yaşadılar. Tamır Dermenkoylular. O horandanı kolektivizasyon vaktinde Sovet devrinde Sovet hükümetin organları hıyır ettiler, pek kıynadılar. Ular tek o horanda yapmadılar o cinayetçilikini. Bütün Kırım'da yaşayan Kırım Tatarına yaptılar. Ve aynısı yal boyunu yaşayanlara yaptılar. Bu horanda yal boydan. Men bu şunu aytacak hikayemi sürgünlük neme yerlerinde Uzbekistan'da bir Batırağa degan adam var oldu. Batırağadan o'zimga eshitgan edim. Batırağa Dermenkoy'un bir tamir sakinlerinden bir tanesi. Fahri xorandalarından. O Korbek mi? Dermenkoylu. Batırağa. Dermenkoylu. O ayette Çormanların korandasını nasıl edip sürgünlükке uğrattılar. O pek zengin koranda degiledi. Lakin haşığı ağzına vargan, то есть среднего достатка, самостоятельная, крепкая такая семья была. Но ее подвели под коллективизацию. Сделали это, естественно, наш крымско-татарский актив деревенский, партийно-хозяйственный. Это в те годы из кухаркиных детей выбирали, как говорится, руководителей сельских советов, то все и так далее, да? Ну, из голодьбы. Я не то чтобы пренебрежительно относиться к этому, но она очень много бед натворила. Вот это комбеды, комитеты бедноты и их руководители. И вот они решали, по сути дела, судьбу деревни, кого казнить, кого помиловать. По их мнению, кто был классовый друг, а кто классовый враг. Вот семья Чорманов попала под коллективизацию. Выселяли, значит, примерно вот так. По решению сельского совета, комитета бедноты, подогнали транспортные средства, ну тогда были арбы, брички, к дому Чорманов. И стали оттуда вытаскивать весь домашний скарб. Все, что там было. И это все свозили в колхозный склад. А когда это все уже сделали, саму семью погрузили на брички, запряженные лошадьми, и уже вывозили в Симферополь, сперва в Алушту, для того, чтобы потом в последующем их по Кулацкой уже на этап отправить это дальше, куда решат это тройки. И вот этот Батрага был водителем арбы, арбакешем по-узбекски.
И он участвовал, вот, скажем так, в опустошении вот этого дома. Свозили туда, на колхозный двор. И он не выдержал сам всего этого, говорит, а этой семье что-нибудь вы должны оставить для того, чтобы они хоть чем-то пользовались. Вы же их совсем это просто как простой, чисто по человеческой линии. Зачем вы так грубо с ними обращаетесь? İnsan bir parça insanca bular ne demek misiniz onu alıp varmazsınız degende? Значит, председатель сельсовета, секретарь сельсовета пригрозили ему, что он сам, как подкулачник, пойдет за ними на ссылку, если так будет выступать. И вот когда уже сажали на бричку 7 членов семьи, уже как бы арестованные они. Их должны везти в Алушту, оттуда, чтобы с Алушты уже дальше, по этапу дальше гнать. Один из вот таких членов этого сельского совета, девчонке 16 лет, говорил Батрага, что-то она замешкалась или что. Так он пинками ее подгонял, чтобы она побыстрее села и не задерживала этот процесс выселения. Батрага опять возмутился. А этот пацан, в то время ему было 15 лет, Чорману, Сейтумеру, он все это видел своими глазами, наблюдал. Короче говоря, таким образом вывезли семью. Семья на Урале практически вся погибла. Родители, вот эти сестры его сколько сестер было, я сейчас уже не скажу, но много сестер было. Были ли пацаны в их семье, этого я не знаю, уже не помню. Но этот уже мальчишка был, он не соображал. И вот он один спасся. Он, попросту говоря, убежал, покинул. Ну, как и режим НКВД, надзор, то все и так далее. По-видимому, по совету ли отца или по совету других людей, он бежал оттуда. Гиблые места были. И он, пути дороги привели его в Саратовскую область. В Саратовской области жили поволжские немцы. Он пристал к одной семье, среднего достатка семье, они его приютили. Ну, естественно, приютили. Земель там в Поволжье много, работ весенних полевых много. Короче говоря, в этой семье его приняли в качестве работника. Ну, приютили. И он там находился где-то в течение года-полутора. Пока соседи начали проявлять к нему живой интерес. Откуда он, кто он, чего он. Ну, тогда совать носы, как и в фашистской Германии, ведь осведомителей очень много было. Как и гестаповцы, НКВД также, везде всюду надзиратели ставило. Ты систему десятидворничества знаешь, да, слышал? Что это такое? Если не знаешь, расскажу потом. И когда такой интерес появился, хозяева, видать, были люди не глупые. Это, по-моему, была даже учительская семья. Они приняли меры, чтобы этот паренек исчез оттуда. И направили его в Херсонскую область. В Херсонской области также жили немцы. Большая колония немцев. Эти земли были расселены еще при Екатерине, короче говоря, немецкими колонистами. И он уже сюда, в Херсонскую область, опять в такое крепкое хозяйство, попал
по рекомендации своих родственников, короче говоря, тех немцев, которые жили в Саратове. Он закончил 10 классов, среднее образование получил, в школе учился хорошо, отлично овладел немецким языком, ну это естественно, живя в этой языковой среде, их обычаем, бытовым обычаем, семейным. И к началу Второй мировой войны и Отечественной войны 41-44 году он работал уже в Херсонской области, там, где жил, в конторе. Он закончил училище счетоводов, бухгалтеров или счетоводов, что-то вот так, связано именно с работой в бухгалтерии, по словам Батрага. Вот как только вступили немцы в Украину и в Крым, он буквально в течение короткого времени оказался в Алуште в роли, значит, руководителя полиции, районной полиции. И он уже целенаправленно, вполне конкретно, запомнив всех тех, кто сыграл такую страшную роль в судьбе его семьи, кто выселял, из-за кого погибли его родители, он их излавливал, приводил и во дворе того дома, откуда выселяли его семью, своего родного дома, в том месте, где стояла вот эта бричка, и туда грузили его семью, он именно в этом месте расстреливал их, уничтожал. Он поклялся это сделать, говорил Батрага. Батрага продолжал жить до выселения в этом же селе, Дерменкой. Однажды, это не то в 42-м, не то в 43-м году, во двор въезжает всадник, уже в дом, во двор Батрага, въезжает всадник, и вот у него с одной стороны седла завернут, какой-то мешок висит, и с этой стороны висит какой жбан вина, такой бурдюк большой, тоже висит. Он вошел, Батрага как это увидел, что он бузбузлаган, мен говорит бузбузладан, то есть испугался. Он уже гремел тогда по всему району. Черный говорит ему, не бойся, говорит, возьми, говорит, вот это вот зарезанный, очищенный баран, с одной стороны, а с другой стороны вино. Говорит, отдай, говорит, это хозяйке, пускай, говорит, жарит. Всю, говорит, ничего не оставляет, все, говорит, в котел. Я сейчас шинчик. И вот они всю ночь сидели, пели. И Чорман говорит, я, говорит, пришел к тебе как к человеку. Я, говорит, очень хорошо помню момент выселения при коллективизации. И, говорит, твои слова, когда один единственный ты, говорит, заступился за мою сестру 16-летнюю и сказал, она же тоже человек, ну зачем ты ее бьешь? И вот ты, говорит, один, говорит, не участвовал, говорит, не вытаскивал из дома мои вещи и не грузил, говорит, он отказался категорически от Рага. Дальнейшая судьба неизвестна у Чормана. Он ушел в Германию. Он остался жив ушел с или... немцами. Дальнейшая судьба мне неизвестна.
где он, что он, как он. Теряется. Во всяком случае, для меня теряется. Я искал. Ну, Пытался. мне говорили, что в Америке вроде есть Чорманы. Не исключено. В Америке, может быть, многие бежали нацистские военные преступники в Аргентину. Ну, естественно, Чорман тоже военный преступник. Понятно. Он вешал, расстреливал, но это уже делал как классовый враг. Вот. Где он, что он? В Турции он не мог быть, однозначно. Думаю. Ну, когда был Конгресс в 2009 году, с Америки приехали, когда люди, они говорили, что какие-то Чорманы там есть. Вполне возможно. Вполне возможно. А это чё, сауна Светова? Давайте Я на со сегодня... следами Чормана еще встречался. Чорманы в Крыму живут, есть. Нет. Я с ними встречался, видел их. Правда о разведчице Лесной. Есть книга. Его дочь пишет эту книгу. Так вот, в этой книге, вот здесь, в Симферополе после войны, по улице Воровского, на консервном заводе, где сейчас бывший консервный завод, там потом однажды, значит, это Курултай проходил, Межлис там устраивал. Короче говоря, вот в этом консервном заводе судили даже, по-моему, не один процесс, а ряд процессов над главными преступниками, сотрудничавшими в Крыму с немецким режимом. Там было расстреляно несколько групп, даже, по-моему, полицейских. Русские, там другие были, крымские татары были. Это в каком году? Это были 60-е годы, 60-е, 70-е годы, сейчас точно не смогу быть. Но это тоже связано с определенными этими моментами, которые тоже, ну это уже другой разговор. И вот там на процессе военный трибунал работал, естественно, всплыло имя Чормана, Светомира Чормана. Он, оказывается, даже не пожалел, а отправил на расстрел своего не то даишку, не то индешку. Слышал ты это? Слышал, да? А от кого ты слышал? Ну, я же про Дерменкой тоже записывал. Всю семью там что-то... Один был вроде партизаном, что ли, Чорман. И его всю семью под откос. А это чё, сауна сидит,